Горная Ингушетия – то самое место, где участники международной конференции переходят от теории к практике. Живописный Кавказ с его богатой историей, о котором столько говорили в формате круглых столов, сегодня предстает перед спикерами воочию. Долгожданный момент. Группа ученых выезжает в Асинское ущелье. Великолепно, что ты скажешь. И у гор везде своя особенность. В Грузии своя особенность, в Чечне, в Карачаево-Черкесии. Ну тут вообще великолепие. Такое вот, знаете, такое вроде вот что-то и давит, но в то же время вот все твои душевные силы, когда это все видишь, вот все душевные силы прям воспряли. И сразу вот переносишься в старые времена, как тут предки жили. Специально для фото группа решила сделать небольшой привал, чуть дальше, возле Асинского родника. Сегодня это прежде всего туристы, а уже потом светлые умы страны и ближнего зарубежья. Постигая культуру и историю Северного Кавказа, они изучили практически все его достопримечательности. Но этот пейзаж им запомнится надолго. Просто супер! Прекрасный горный воздух. Просто отличное настроение, и хочется вот вжиться в эту природу и ощутить себя человеком, горцем, который тут жил 100, 200, 300 лет назад. И вот группа доезжает до жемчужины горного района. Это Джейрахское ущелье, где расположены более 90 средневековых памятников. И первым организаторы решили показать башенный комплекс Вовнушки, одно из чудес России. Обратите внимание, все башни находятся в зоне визуальной видимости друг друга. Все видят друг друга. Из Вовнушки видно Бирк, из Бирк видно Оздиче, там Оздите выше, да. Первый вопрос участников конференции – как туда поднимали стройматериалы? Неудивительно, ведь башенный комплекс расположен на двух противоположных скалах, в труднодоступном месте. Юрий Болдырев не первый раз видит это сооружение наших предков, но признается, до сих пор удивляется ее уникальности и сложности возведения этих исполинов. Когда мы смотрим памятники зодчества того или иного народа, мы прежде всего вспоминаем мастерство людей, которые создавали эти памятники. Вот когда смотришь на этот вот комплекс, встает масса вопросов. Какой нужно было обладать любовью к своей земле, к своему народу, чтобы воздвигнуть памятник, который переживет века. Находясь в горной Ингушетии, мы продолжаем программу нашей конференции. Если вчера это стационарно в научном учреждении обсуждались какие-то научные проблемы по различным тематикам, то сегодня мы здесь их привезли, наших гостей, чтобы ознакомить их с красотами нашего края, показать богатство нашей истории, нашей культуры. Мало где в мире, не то что на Северном Кавказе, в мире есть таких географических точек, где достаточно на ограниченном пространстве территории было бы такое скопление историко-архитектурного богатства, действительно богатства. Поскольку мы это знаем, мы этим гордимся, это наша гордость. На этом маршрут деятелей науки не завершен. Впереди их ждет еще много удивительных достопримечательностей Ингушетии, где они с тем же восторгом смогут любоваться на непокорные башни комплекса Бишт, Арымхи, Хамхи и Бейни. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.